Как говорит Наталья Никитенко, человеколюбие в полной мере проявляется именно в такие сложные моменты жизни. Но вот кыргызский бизнес как-то почти выпал в осадок в связи с запретительными мерами во время карантина. Конечно, правоохранительные органы, пользуясь случаем, действительно отыгрываются на гражданском обществе и на предпринимателях. Но опыт других стран показывает, что при разумном взаимодействии с властями можно кое-что и делать. Например, в литовском Каунасе начали печатать на 3D-принтерах по бельгийской технологии пластиковые насадки на дверные ручки, с помощью которых можно открывать двери, не касаясь пальцами этих ручек, чтобы избежать лишних контактов с общедоступными поверхностями и возможного заражения в магазинах, аптеках или других учреждениях, которые посещают другие люди. В Каунасе такие насадки на дверные ручки стали изготавливать даже закрытые на карантин библиотеки. Сначала мы заботимся о предприятиях по соседству, но затем мы приглашаем всех, у кого есть 3D-принтеры, присоединиться к нашему проекту. Теперь, когда волна добрых инициатив прокатилась по всей Литве, все библиотеки с 3D-принтерами, которые печатают защитные маски и экраны для медиков, могут присоединиться к нам. В Кыргызстане же до сих пор не могут наладить даже пошив санитарных масок, и их приходится просить в качестве помощи из-за рубежа. При этом ссылаются на отсутствие стандартов или другую бюрократию. В то же время конфискованные 1,5 миллиона масок благополучно исчезли. Вся экономика Кыргызстана за годы независимости прочно и надолго села на иждивенческие рельсы, что превратило нас просто в территорию сбыта зарубежной продукции. И никто за все эти годы не пытался делать что-либо, чтобы страна была хотя бы в чем-то экономически самостоятельная. А что могут делать самостоятельные люди, показывает хотя бы пример фабрики в провинциальном французском городке Шарлё. Мы дали задание отделу разработки новой продукции, как перестроить наше оборудование на выпуск масок и поставить процесс на промышленные рельсы. Очень скоро нам удалось наладить круглосуточное производство и выпускать 100 000 масок в сутки. Через неделю мы уже выпускали 170 000 масок. То есть за считанные дни мы смогли полностью перестроить производство и начать выпускать маски, о которых раньше не имели никакого представления. Это доказывает креативность и быстроту реакции французской текстильной промышленности. de notre industrie textile.